Сегодня появилось буквально несколько часов назад такое информационное сообщение. Об этом заявила Москалькова. Она сказала следующее. Обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины. Об этом на пресс-конференции во вторник, 21 августа, заявила Москалькова. Цитирую, что касается Сенцова и так далее, у них получилось по факту два гражданства. И согласно украинской конституции, граждане выдачи не подлежат на территории России, так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию. Российский омбудсмен добавила, что здесь нужно искать какую-то новую правовую форму. Цитирую, мне кажется, что надо предоставить этим гражданам право выбрать себе гражданство и отказаться от второго. Есть граждане, которые заявляют о том, что хотели бы выйти из украинского гражданства или из российского, но согласно нашему законодательству и украинскому, человек под стражей не имеет права выйти из гражданства. Вот как вы оцениваете вот эти слова Москальковой, если учитывать, что ранее она заявляла о том, что Олег себя чувствует очень хорошо, передает всем приветы и все такое прочее? Ну, никакого оптимизма, конечно же, эти слова не вызывают совершенно. Они по-прежнему называют его гражданином России, хотя никакого российского паспорта у него как не было, так и нет. Он не отказывался от украинского гражданства, но они стоят на своем. И тут еще есть такая ловушка, то есть если они хотят, чтобы Олег отказался от российского гражданства, как они ему предлагают, тут стоит юридический такой момент, что как только он напишет такой отказ, он тут же признает, что у него есть это гражданство. А мы этого не хотим. То есть и эта коллизия, она может потом очень серьезно вылиться. Чем это может обернуться? Ну, тогда у них будут вообще веские основания доказывать, что он россиянин. Сейчас никаких бумаг, кроме справки из ФСБ, нет подтверждающих, что Олег действительно российский гражданин. На опыте заключенных в Крыму, в оккупированном Крыму, мы видим, что для российского законодательства и российских судов доводы и доказательства не имеют никакого значения. Ну, там нет ни судов, ни законодательства, там есть репрессии исключительно.